Однако, здравствуйте. Власти Сербии с дикой поспешностью выдали в Гаагу генерала Радка Младича, последнего из списка Гаагского трибунала, где его считают военным преступником, и сербского национального героя, в чем уверено большинство сербов. Президент Сербии Борис Тадич, объявляя об аресте Младича на английском языке, на специально созванной пресс-конференции заметил, что теперь все условия вступления Сербии в Евросоюз выполнены. Тадич специально обратил внимание на то, что арест произошел в день визита в Сербию Верховного комиссара ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон. Давайте отрежем ему голову и посмотрим, что у него внутри. То есть Младич, тяжело больной, практически недееспособный, полупарализованный после 2 инсультов, был подан на сладкое госпоже Эштон. Означает ли это, что все проблемы Сербии и ее так называемого европейского выбора решены? Насколько вообще продуктивна прагматичная капитуляция, сопровождаемая публичным национальным унижением? Те, кто хорошо знают историю Балканского кризиса, начиная с начала 90-х годов, знают, что сербам только ставили условия, и сербов абсолютно никогда ничем не поощряли. Теперь будут поставлены новые условия. Уже совсем недавно посол Соединенных Штатов Америки в Приштине сказал, что теперь нужно будет выполнить следующее условие – признать независимость Косово. А потом, я глубоко убеждена, будут поставлены следующие условия. Это независимость следующего автономного края в Сербии Воеводины, затем предоставление определенных прав с дальнейшим отделением южных районов Сербии. Сербию будут добивать. Мало ли кого они там сдали и что признали. Сегодня сдали, завтра раздумают. Сербию будут доламывать до инфузорного состояния, чтобы она, не дай бог, не встала с колен и не отплатила гуманитарным интервентам за все добро, что они для нее сделали. Гаагский трибунал был создан в 1993 году организаторами натовской агрессии против Югославии с целью юридического оправдания этой гуманитарной операции. Кстати, по американским оценкам, соотношение жертв при таких операциях составляет 1 к 4. То есть на одного уничтоженного натовцами вооруженного противника в среднем приходится 4 мирных жителей. Не знаю, соблюдается ли сейчас эта пропорция в Ливии, но вообще это вполне официальный пентагоновский расчет. К чести наших западных гуманизаторов можно сказать, что в бывшей Югославии, в отличие от Ливии, они даже не изображали намерение развести стороны. Они всегда и открыто разводили одну сторону – сербов. И как-то так естественно получилось, что история европейского выбора для Сербии, история выполнения условий этого выбора – это история предательства и предателей. Бывший югославский лидер Слободан Милошевич был арестован в апреле 2001 года по инициативе первого прозападного премьера Сербии Зорана Джинджича и в нарушении сербского законодательства тайно передан в Гаагу. Милошевич скончался в тюрьме в марте 2006 года. Джинджич был убит в Белграде в марте 2003. Радован Караджич, бывший президент боснийских сербов, в феврале 1996 года покинул свой пост, заключив сделку с американцами, гарантировавшими его безопасность. Был арестован и выдан в Гаагу в июле 2008 года. Глава сербских радикалов, самый популярный политик Сербии Воислав Шешель, добровольно сдался трибуналу в феврале 2003 года. За 8 лет пребывания в тюрьме Шешелю, который никогда не занимал никаких государственных и военных должностей, не смогли предъявить никаких конкретных обвинений. Томислав Николич, возглавивший сербских радикалов после ареста Шешеля, расколол партию и фракцию, тогда крупнейшую в парламенте, и присоединился к правящей коалиции. Быть предателем в Сербии очень некомфортно и даже, как свидетельствует история, опасно. Так что надо отдать должное политикам, принимающим на себя ответственность за такие решения.